Так, Инесса, баштадык, да? Получается, бұл торговый жуманың жиынтықтарын бераз көрелік. То есть өткен жумадағы прогноз қандай болды, қандай іштеді, біз емнеге таянып іштедік. Анан общий, да, мындай жиынтық. И фундаментал жақтан, да, не только технический жақтан. Так, сейчас я проверю еще раз. Связь у нас вроде есть. Картинка есть. Так, давайте традиционно без... Давайте алтындан көрелік. Көпіштеген актививис ушул алтын. Вот золото. Так, адатта причем таймфреймде анализ кылабыз, теханализ и ошондой эле фундаментальный анализ. То есть жаңылыктардын, отчеттордун негизинде анализ. Вот, баса давайте фундаменталдан баштап көрөлүк. Азыр investing.com деген сайттан ушул жактан регистрация кылыңыздар, через Google аккаунт или через почту электронную. Так, сейчас быстренько пройдемся по новостям с 1 по 5 июня, да, на новую торговую неделю. У нас рынок Форекс, то есть это валюты, золото работает с понедельника по пятницу. Бюен, суббота, воскресенье, выходной, да, но мы на следующую неделю, то есть уже на послезавтра, да, понедельник рынок ачылат, понедельник башта, пятница гачейн, биринчи бешинчи гачейн, прогноз кылабыз, фундаментальный жана технический. Так, давайте на следующая неделя. Мне үчүн биз жаңылыкка таянып иштейбиз, да, анткени жаңылыктардын негизинде бүт рыноктардын баасы, да, ошол рынокто жүргөн бүт активдердин баасы эметет да, мындай жүрөт. Мисалы, жакшы жаңылык болсо, допустим, доллар үчүн, да, мисалы, инфляция ставкасы жогорураак болуп калса Америкада, же болбосо количество безработных азыраак болуп калса, же болбосо нефттин көлөмү азыраак болуп калса, бул нефть үчүн, то есть доллар үчүн жакшы. Золото обычно карама каршы жүрөт, ал наоборот түшөт, да. Ну, то есть ушул сыяктуу взаимосвязь такой, или корреляция, да, между инструментами, вот, и также вот, ну, то есть корреляция от новостей, да, ошону байкасак болот. Мен мисалы трейдингде өзүм уже 3 жылдан ашык жүрүп атам, и бирок негизи новосттин негизинде где-то примерно, то есть фундаментальный анализ примерно 1 жыл, может быть 1 жылдай калды, иштеп калдым. А так до этого новости вообще короче эмес. Так, на эмки жума понедельникте уже так, биздики уже чоң жаңылыктар боло баштайт экен. Меники настроено, если хотите, можете здесь настроить, да. Показать фильтры, высокая деп коесуңар, важность деген, то есть эң маанилүү новости, 3 звезды басып коесуңар, галочка. И также еще можете нажать вот страны, именно у меня Америка, Германия, евро. Ну, если вы, например, только золото мечтаете, да, только Америка, США. Если вы евро менен работаете, тогда еврозона и Германия включайте. Вот у меня здесь, вот видите, есть вот эти страны. Австралия, Япония, Британия, Германия, Европейский Союз и Америка. То есть, ну, если вы не работаете евромен, в принципе, ТЕ, то есть Германия менен еврозона, можете не ставить. И австралийский доллар, и постгейн и так далее, можете не ставить. Вот, ну и все категории новостей. Так, давайте теперь понедельник, да, у нас автобуста, Бишкек, Сатовича, кстати, тоже вы здесь обязательно настраивайте, что у вас время было GMT +6, если вы в Бишкеке находитесь, да. Ну, тут Бишкек перенжок, тут есть у нас, чуть вниз пролистнете, вот видите, я поставила вот +6, по-моему, там Дака Депчикты, Дака деген страна, ой, город. Вот, Саты, бизнес-саты смены дал гелеткен, что ничего, плюс Алты, допустим. И все, в принципе, у вас все вот так вот, по времени Бишкека новости сразу выходят. Так, давайте, 6:30 утра у нас выступление главы ФРС господина Пауэлла. Кстати, почему он же у нас уже ушел, же его же вот отправили уже на отдых. Так, Джером Пауэлл. Азыр жаңы ФРСтин председатели шайланды Кевин Уорштеген. Так, что-то не поняла. Ну да, он с 18-го года, по 22-му. Ну, может быть, еще пока у них же там есть какие-то процедуры юридические, может быть, пока там не до конца, как бы. Вот тут новый председатель вступил, да? В общем, тот ставим это по Бишкеку утром, я не знаю, кто торгует, ну, имейте в виду, в 6:30 будет довольно такая новость, да, чуть-чуть волатильность может вызвать на рынке. Почему мы во время новостей советуем не заходить, да? Потому что во время новостей часто бывает движения резкие, импульсивные, и если вы новичок, ну, есть такая опасность, что вы можете вовремя не среагировать. Если в сделку зашли стоп, можете не успеть поставить, там резко может случиться пролив или отскок, да, мощный. Вот, и ваша сделка может слететь, да, либо она минус менен, чем минус какие-то вообще депозитные гусалшинку, да, и персональные депозитные кишники олсо. Ошон үчүн тайма новости карап, на всю неделю
примерно. Ну, то есть не надо на всю неделю это все не запомните. Вот актуальный день, например, утром проснулись в понедельник, посмотрели так быстро, так понедельник, что у нас новости, деп ушел малда, имейте в виду, жаңалықтарға аз уақыт қалғанда 15-20 минут кіріп алуыңыз керек. А жаңалық біткенден кейін где-то через час примерно, да, ну, может, минут через 40 уже можете, когда уже новость бираз отыгралась, бираз уже рынок успокоился, уже өзінің нугуна түштү, как говорится, да, өзінің трендіне, уже истинный трендіне, ошондо келсеңер болот сделка. Так, ну и в принципе это тоже, да, индекс деловой активности, бұл делек жақсы эле күчтүү жаңылык. Так, ну основной биздики жаңылык бул баары бир геополитика, да, то есть Иран менен США Израиль ортосундагы конфликт военный. Вот, ошол негизги биздики, как сказать, локомотив, да, всех рынков, всей экономики вообще, не только экономику Америки, да, но по всем странам экономики тоже прошли все эти новости, то есть вот эта война, да, в Иране. Вот, поэтому ошо биздин негизги акцент ошо жаңылык геополитика, кандай болот решение, то есть перемирие болобу болбойбу Америка менен Ирандын ортосунда, Армузский пролив ачылабы ачылбайбы, вроде бы уже ачылды деп жаңылык чыгып эле, бирок кайра заблокировали деп несколько раз выходило, потом опять ачылды, то есть ушундай манипуляция болуп атат, бул деле атайын чоң игроктордун, то есть сильных мира сего дегендей, да, бийликтин төбөсүндө отургандардын оюну, да. Вот, ну, что скрывать, да, они, то есть сам вот президент Трамп и его дети очень сильно манипулируют рынком, чтобы, как говорится, ылдый жактан арзан кезде, да, сатып алып, мисалы кааласа бир жаңылыкты чыгарып коюшуп, там биз кайра ракеталайбыз, бомбалайбыз дегенде мындай десе рыноктан баары түшүт, ошол кезде алар сатып алышат кезде, кайра аларга выгодно саткысы келсе, кымбат кезде, да, чокусунда, анда алар кайра бир жакшы жаңылык чыгарат, вот мы все уже там подружились, перемирие, все там, остановка ядерной программы и так далее, и так далее. Анан сразу рыноктор эйфорияда кайра көтөрүлөт, ошол маалда алар сатышат. То есть ошондой манипуляциялар дайыма болуп турат рынокто, ошон үчүн ошону да эске алгыла, сделка кирерде обязательно сөзсүз стоп коюла. Эч качан стопсуз иштебеш керек. Мисалы, надеяться тип, бизги жактан биз мисалы көрө алабыз да, допустим, золото. Биздики пока глобально нисходящий тренд, да. Бирок могул жакта чоң глобальный уровеньден уже отскок болду, Биз уже мына историяда көп жолу көрдүк, ушул жерден биздики мына мощный рост болгон. Бул жактан отскок мощный, бул жактан мощный отскок, да, здесь аябай жакшы жаңылыктар, ну, здесь уже чуть-чуть слабый отскок. Ну, все-таки здесь мы тоже отскок видим, да. Вот, ну, то есть биздики ушул зонадан токтолуп калды, бекеринен эмес, анткени бул жерде интерес, чоң игроктордун интереси бар, алар уже алтындын баасын түшүргүсү келбейт, да. Вот, ну, поэтому, в принципе, мына могул бирок чоң сопротивление бар, мына 4600, да, 4600-төн ашып бекилип калса үстүнөн телом, да, свечи, тогда, конечно, кичине есть вероятность көбүрөөк болуп калат, что могул уже все уже дальше кетет, и вот этот ближайший уровень 4730, 4750, да, вот здесь 760-тарга чейин барат, да. А дальше уже тоже кайра могул жерде эме бар уровень, да, сопротивления тоже. Ал жакта кичине борьба болот, возможно, здесь андан өйдөрөөк уже не подпустят, ну, ким билет, чоң игроктор отурса, биякта 4700, ой, подождите, чуть ниже, да, ставила, 4760 алтымыштада эгер чоң игроктордун лимит ордерлери на продажу болсо, анда они своими огромными объемами не пустят цену вверх, да, тогда вот здесь может цена кайра обвалиться, да. Вот, ну, если цель крупных игроков будет дальше золото, что прошло, да, тогда алар өстүрөт, сделать все, чтобы золото дальше пошло, да, там 4800, там 4900, 5000 и так далее. Вот, эми аны көрүп жатарбыз. То есть технический жактан биз мисалы айта алабыз, допустим, ну, то есть могул жактан все мощный там зона покупок, там исторически чоң мощный зонадан отскок болду, биз все иштеп, мисалы лонгку ачып алсак болот, да. Бирок кыска, да, всё равно учитывать этим керек, что в любой момент он может стукнуться в вот этот уровень, да, либо там плохая новость выйти по Ирану и цена обвалится, да. Ну вот некоторые аябай ишенип өзүнө, да, вот мисалы өзүн умный сезип, аябай самоуверенный болуп болсо, алар мисалы бывает, да, такие тоже очень много, да, сделка ачып алышат или на всю котлету дегенде, на весь депозит, потом еще без стопа уверенного, а потом в любой момент. Так-то, конечно, она вот уже мощный уровень наскочит, технически караганда она может прям, ну, здесь очень хороший уровень, чтобы прям конкретно дать доверх. Но все равно это надо учитывать геополитику. Поэтому обязательно, как бы самоуверенные, как бы вы там, не знаю, не верили, ну, там, скорый мир, да, перемирие, все равно будьте осторожны. Так, сейчас, график вот МТТ. Давайте быстренько по новостям. Что у нас? Так, у нас на понедельник айттык, так, во вторник у нас что тут? По евро есть индекс потребительских цен. Бул да күчтүү жаңылык по евро. Ну, мисалы, евро иштегендер, да. Үчүн могул малда кирбеш керек, сразу где-то через полчаса, через час можно зайти. Так, 20:00 тоже число открытых вакансий. Бул да бир айда бир жолу чыгат, бул да аябай жакшы таасир этет рынокторго. То есть канчалык открытый вакансий на рынке труда көп болсо, ошончо рынок труда будет считаться сильным. То есть
если мы нажмем, если он сильный, то есть показывает полсо, то для, так, это, по-моему, для золота, по-моему, это хорошо, что ли. Так, показатель выше прогнозируемого указывает на благоприятие. Да, то есть, наоборот, если рынок труда сильный был, то есть вакансиялар, да, чему орында жоқ болса, анда золото, доллар укрепление будет, да, а золото, наоборот, обычно düşет. Так, ну, ушундай. Среда күні, ну, вот это тоже не так прям сильно новость. Так вот, запас сырой нефти, да, был деле. Нефть менен торговать этпесиңер деле, баарбир бул рыноктарга какой-то бір кыйыр таасир этет, ну, то есть косвенное, да, влияние. Например, если по запасу нефти, вот здесь запас прогноз чыгат, например, ну, наверное, ближе к среде, запасы нефти ниже прогноза чыкпалса, то есть запасы меньше, да, тогда нефть ущет, да, доллар наоборот, доллар тоже ущет, а золото наоборот ущет. И европейские валюты обычно падают. Ну, такое косвенное влияние, да. А если сравнить, наоборот, ну, вот здесь прогноз, то идет полпаса, да, наоборот, да, тогда получается нефть начинает падать, золото расти, евро, британский фунт начинает расти, австралийский доллар, канадский доллар начинает расти. Все пары, где первым стоит доллар, да, например, USD, JPY, USD, CAD, да, там что у нас еще, USD, там швейцарский франк и так далее, то есть они начинают тоже падать. Так, четверг, ну, это не особо прям так сильно, ну, и пятница, уровень безработицы. Ага, извините, число. Ну, да, вот это вот, да, сильная новость, вот это. Средняя по числу зарплат тоже бирайда бюджет чыгат, тоже, в принципе, сильно. Но число первичных заявок по пособию безработицы деген был жума сайын чыгат, да. Вот это, да, месяц раз, это тоже месяц раз, и это тоже за май месяц раз. Вот эти, да, в принципе, тоже жакшы, тем более они все в одно время сразу комплектом да, могут ударить по рынку. Так, все, да, по золоту, давайте теперь дальше, да. То есть по золоту на дневке вот я смотрю, вот уж учем уровень поддержки, там без раскоп пол понедельник, пятницу, да, вот мы видим коррекцию, да, кене молчат, да, чем сопротивление на жол турду, да, турның 500 так анча бизетти, ну 95 да, 94. Вот ушу сопротивление, да, анан реакция берди, ылдыйгасы коррекция болот. Бирок пока ушу 4595, 4604 үстүнөн кетмейинче, чоң мындай свечалар чыгып калса, эгер понедельникте, так получается саат 4 таңкы 4 понедельникке карай эме ачылат рынок азиатский. Ошондо эгер биз жакшы мындай күчтүү, ой, чё у меня такая свечка. Вот күчтүү мындай чоң бычы свечаларды көрүп калсак, ой, ну такие вот, давайте зелененькие, да. Вот нам нужно вот такие свечи увидеть, хорошие бычьи свечи, да, допустим. Вот такие несколько свечей, либо одна такая мощная, чем импульсивная свеча, да, бычья, тогда уже есть, да, вероятность, что пробьет уровень, да, и дальше. А если, наоборот, если понедельник, ты азиатар, может быть, азиатский рынок, это тоже второй сценарий больше был уровень, да, ну, долго, пока это консолидация, да, то есть накопление, да, турпалшинкун, андай да болшинкун, да, азиатар, да, будет шундай было. Вот, ну, может, и второй вариант, третий вариант даже вот такой, да, то есть медвежий сценарий. Егер мы уровень, да, просто тешивели, фитильменен, да, ложный пробой голоса, и, ну, возможно, здесь тоже какая-то консолидация будет, тогда есть вероятность, что выйдет счет. Вот, то есть дальше уже у нас, ну, вот тут уровни есть маленькие, да, 4,490 там и так далее, да. Я бирок могу что уровень, мындан ылдый түшпөйт го деген ойдомун азыр пока, по крайней мере, пока за чем причина жок, да, мындан ылдый түшкүлүчү. Бирок все равно нужно учитывать, что вот тут у нас еще так, вот, ну, могул жакта ликвидность снимать дейт элек, могул жакта. Так, 4355-терде, 60-тарда, анан могул свечалардын артынан ликвидность, да, 4315-терде, и вот вы здесь прям, вот. Выделены, видите, большого, здесь тоже очень много стоп-лоссов скопилось, да? Это получается 4230 до 400, да, ну даже до 4000 может упасть, то есть такое тоже может быть. Ой. Так, вот ошон үчүн золотаны биз понедельникте эми рынок кичине волатильность азыраак болот обычно, ойгонуп антимитип эметкиче, пока рынок проснется, раскачается, где-то Америка, да, возможно, кымылдай баштайт, да, золото, ну и в основном валюты тоже, другие рынки тоже. Так, все, да, по золоту прошлись, теперь давайте индекс доллара. Так, эгер суроолор болуп калса, мага сразу бере бергиле, уялбайлы. Так, микрофон включен. Так, у нас индекс доллара, сейчас лишний поудаляю. Так, эмне үчүн биз индекс доллара карайбыз, да, бул анткени как, ну, законодатель, да, так скажем. Бүт валюталарга на все рынки, да, ой, то есть на все валюты мира бул таасир этет, да, индекс доллара. Так, кээ бирлер ушул индекс доллар менен торговать этишет. Не знаю, волатильность очень слабого, как можно им торговать. Так, вот дневной сейчас поставим. Дневной. Вот здесь вот как раз он уровень. Так, 90... Что, подождите, могу выкинуть. Точно. Ну да, вот уж в принципе
плюс-минус ушул 99-44. Вот ушул уровень сопротивления, вот видите, так, историяда мына көп жолу ушул жерден такыр эле өтө албай каждый раз ушул жерден түшүп жатты, да, индекс доллара. Здесь тоже, тут у нас уже как поддержка болуп калды, могул чыгып кетип тешип салдык, могул уровень. Здесь у нас опять сопротивление, здесь у нас опять получается кайра тештик, вот здесь у нас уровень поддержки болуп калды, а здесь у нас опять уровень сопротивления. Бул жака урунуп эле сопротивление жолуктуруп не может подняться. То есть вот этот уровень у нас зеркальный, видите, потому что он с одной стороны как сопротивление выступает, а с другой стороны как поддержка. Так, ну, понедельник тоже посмотрим, скорее всего, во время Азии будет консолидация, ничего особенного, она Лондон улагында саат возможно, я вот тоже ожидаю, что, скорее всего, вот здесь вот, видите, у нас медвежья, большая свеча, поглощающая, предыдущая зеленая свеча на YouTube салда, да, видите, она поглощение сделала. Я ожидаю, что дальнейшее падение будет, ну, где-то ближайшее у нас так, поддержка, это прям пока в ближайшее время түшпейт, конечно, могут түйүнү вряд ли. Ну, посмотрим, эки-үч күндө, вторник, среда күнү уже кичине рынок уже жакшы волатильность башталат, да, понедельник обычно слабо. Вот где-то, ну, максимум до 98-56 может упасть. Если доллар будет падать, то тогда валюталар, жана евро, британский фунт, наоборот, лоңтосок болот, да? Ну, и австралийский доллар обычно тоже растет так. Ну, еще максимум может вот здесь вот так, где у нас тут хороший уровень, горник, могул жерден. Ну, вот здесь все-таки лучше, да, ушул жерден. Плюс-минус ушул зонадан 98-60, да? Ушул жерге чейин түшөт деп ойлоп атам. Анан бул жерден кайра биз көрөбүз реакцияны ушул уровеньден, если жакшындай эме болуп калса реакция, то есть отскок, да, в виде отскоков у нас, в виде вот этих бычьих свечей, да, ну, возможно, вот здесь 98-60, да. Ну, андай чоң бычьи свечалар көрүп калсак, анда есть вероятность, что бул отскочит. Вот такие у нас свечечки должны выйти. Если у нас вот здесь будет реакция бычья, да, покупательдер пайда болуштаса. Вот анда кайра үйдөгө карап кетет, да, доллар. Так, а второй сценарий, если был тоже такой, может быть, сценарий, возможно, да, в понедельник утром, ну, не так будет сильная реакция в обед, либо в Америке. Вот тут вот у нас вот этот уровень может пробить, да, тоже такой может быть. Егер могул жакта, наоборот, мындай чоң свечалар чыгып калса, ой, сейчас, ну, допустим, да, вот это давайте свечечку поставим, вот такие у нас хорошие бычьи свечи, уровень тешкенде ракет кылса, ложный пробой кылып, да, вот такими мощными фитилями, да, вот здесь, так, блин, сейчас давайте, вот телом, чтобы нормально так телом пробило, вот это у нас хороший такой мощная бычья свеча, и еще ложный пробой, то есть вот эти хвостики, да, ылдый узун. Ну, так, катарынан деле мындай чоң свечалар болуп калса, узун фитильдер менен, да, есть тогда большая вероятность үйдөгө, да, тогда доллар укрепится, үйдөгө кетет, и все вот эти пары, могул жакта, вот, сейчас, мен ушуларны иштейм, да, USD-JPY, то есть где первый стоит доллар, да, USD-CAD, USD-CHF, то есть булар андай өсө баштайт, да, а евро, британский фунт, аут, австралийский доллар, да, түшө баштайт, наоборот, ну, и золото обычно тоже түшө баштайт, да. Так, вот ушундай по индексу доллара. Ну да, евро мажоры карап көрөлүк, европейский мажор деп коет, то есть основная валюта, да, евро. Евроны мен монтогон пятница кече күнү. Так, вот у нас сделочка. Ну, она, правда, до конца не отработала, калды мына. Могул цель акыркы болчу. 1.1690, да. Так, могул жерден кирген, да. Так, давайте теперь дневку поставим. Дневка, евро. Ну, евро так, в принципе, он хорошо держится, несмотря на то, что так, ну, рынок еще напряженный, ну, чуть-чуть уже жакшымдай анча-мынча с подвижки уже прогресс бар, конечно, переговоры, там уже попытки, да, уже анча-мынча пункттардан они уже келишимге, как бы, ну, то есть кол коелик, ну, уже начали согласовывать, да, по некоторым пунктам, да. Это Иран же потребовал от США США требует от Ирана ядерную программу приостановить, урановые там разработки приостановить, или что там, или их, ну, короче, в общем, что-то с урановыми разработками. Армузский пролив открыть, да, требования, этот. Ну и, ну да, в принципе, ушел основной. А Иран тоже өзүнүн требованиясын коюп атат, да, жанагы в ближневосточных странах, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, там, Дубай и так далее, в этих странах, Ливана, чтобы Америка убрала свои эти, как там, военные базы, да, потом, чтобы Америка уже перестала бомбить Иран, да, то есть прекратила военные действия. То есть, и да, башка требованияларды коюп атат. Так, сейчас у нас, давайте, евро боюнча основные зоналарды на могул жакта жакшы мындай
көрүнүктүү бир уровень поддержкадан жакшы отскок көрөт алабыз. Ушул уровеньден аябай көп жолу так евро карманып жатты, да, держится. Ну, здесь у нас пробитие, здесь у нас как до этого сопротивление было. Так, уровень 1.16, 100, да, 1.15, 800, плюс-минус ушул зонадан. Здесь мы видим отскок, да, исторически у нас здесь была поддержка хорошая. Анан кайра бул жактан, так, ну, здесь у нас пробитие, да, то есть ложный пробой и это пробитие. Так, здесь тоже у нас отскок, здесь тоже ложный пробой, здесь отскок мощный. Здесь у нас имел холды, да? Да, здесь в какой-то мере, да, был тоже келип, сопротивление. То есть и здесь мы тоже видим попытку отскока, да, то есть был жакта зеркальный уровень, да, ушул жактан понедельникте, скорее всего, ну, это Лондонда, скорее всего, кыймыл башталат. Ну, судя по динамике индекса доллара, индекс доллар түшөт, чуть-чуть будет падение еще. Если дагы жакшы жаңылык чыгып калса, падение обычно түштөн кийин башталат по Ирану, тогда бул дагы өсөт, да. Так, ну, то есть у нас ближайшая цель. Карап туруш керек ушул уровеньден понедельникте жакшы реакция болсо, бычы, то есть дагы чоң зеленый свечалар кетип, тем более ортосунда имбаланстар пайда болуп калса, мына мондай, типа, как вот, ну, такие же есть большие свечи, да. Возможно, вот здесь чоң эме, сейчас вот эту удалю-ка. Чоң көп пайда болушу мүмкүн, да, анткени кепте билесиңер да, мондай разрывдарды между свечами, мисалы мына могул жакта видите, свечалардын ортосунда чоң мындай жырык пайда болуп калат, ошону эме деп коет, гэп деп коет. Так, где тут у нас гэп, да, вот так, вот здесь тоже гэп есть, да, кичинекей гэп бар экен. То есть ошондой, возможно, понедельникте, получается, воскресенье на понедельник саат таңкы төртү, да, гэп менен ачылышы мүмкүн өйдөгө карата. И, ну, пока ожидаю, да, вот чуть-чуть вот повышения, а потом уже ближе к Лондону, а возможно к Америке, там уже вероятность у нас так, дальнейшего роста. Так, ну, сейчас у нас ближайший, так, вот здесь у нас исторический барикен, жакшы скопление, здесь у нас хорошая реакция есть, да, плюс-минус ушел зона, да. Так, это у нас зона. Так, сейчас давайте так отмечу. Получается, сколько это у нас цена? Ну да, 1.17 365 плюс-минус, да, и 1.16 820, да. Ушел зона чейин барышы мүмкүн, ну а дальше уже, если уж он тешип кетсе, тогда вот здесь, да, уже даже 1.18, там 300, 1.18, 400 чейин барышы мүмкүн, да. Так, вот у нас вот такие, вот здесь у нас зона продаж болуп калат, да. Так, ну это ошондой 1.8. Эгер медвежий сценарий болуп калса, бул мисалы сопротивлениеден ушул зонадан тише албай кете албаса, мондай наоборот, мондай узун үстүнө фитилдери чыгып, мындай медвежий свечалар, тогда есть вероятность скатиться, да, дальше кайра уровеньге келип, анан ушул жерден уже уровеньден реакцияны байкайбыз. Эгер бул жакта кайра эле попытка болсо, мондай сыяктуу свечалар, же мондай чоң зеленый свечалар, да, желательно мындай узун куйруктуу, ну не красный, желательно такие зеленые с длинными фитилями. Вот тогда здесь, да, можно кайра покупка карап көрсө болот, да. Так, пока мы, так, вот здесь вот у нас, так, сколько, 1.15, 800, 1.17, 40, там, ылды түшмөйүнчө пока есть, да, шанс, хороший шанс наверх. Вот так вот. По британскому фунту сейчас британский, ой, давайте, урок чигендери, да. Ну, в да, говорила по британцу, то, в принципе, как и по евро, да, то, что бул өйдөгө көбүрөөк шанс бар депчи. Бирок тоже говорила, геополитика жараша, эгер жаман жаңылыктар чыкса, да, булар түшөт, эки европейский главный валюта, британский фунт и евро. Так, ну, в принципе, картина та же самая, ой, как у еврика. Вот здесь вот чоң эме бар, ключевой, так, ключевая у нас поддержка, ушул жактан зеркальный такой уровень, да. Ушул жактан көп жолу проторговка болгон, то есть, видите, у нас консолидация, да, здесь у нас реакции были хорошие, здесь тоже консолидация, тоже у нас здесь этот, ну, неудачная попытка болду, бирок кайра эле отскок болду, да, и здесь у нас отскок. Так, сейчас у нас ушул уровеньден 1.32, 1.32ден эме болду, даже вот, где-то, да, 1.33, 630, 1.32, 960, да, ушул зонадан тешип кетпесе. Так, а так желательно даже андан өйдөрөөк. Вот даже вот этот уровень можно рассмотреть, более такой решающий деп коелук. Так, получается, вот здесь тоже у нас көп жолу проторговка болгон. То есть здесь у нас, вот видите, как уровень поддержки было, да, вот здесь вот у нас отскок болуп, уже поддержку калды, вот здесь тоже отскок поддержка, здесь тоже. И бир кезде бул жакта еще как сопротивление, вот этот уровень был, да, вот здесь у нас продажи были. Так, здесь тоже продажи, здесь тоже. Так, то есть ушул, получается, 1.34 примерно, да, 504 и 1.34, 1.35, ой, 1.34, да, 1.34, 504. Ушул зонадан эме болот, да, ну как
такая вот основная имя будет битва, да, так сказать, решающая. Либо вверх, если здесь удержимся, да, тогда дальше пойдем, да, до ближайший 1.36-200, и, ну, возможно, здесь тоже ликвид течей на 1.38. Но это уже средний срок был, не сразу, это долго. Обычно вот, ну, плюс-минус где-то британский фунт, евро, вообще валюталар, ну, дневка на месяц рассмотрена, ответный подход, то есть bir günde басқан жолы көп төлейміз, да, мысалы, вот дневные свечи, так, вот это, ну, новостная, наверное. Давайте средний посмотрим, вот видите, вот такие средние свечкаларды алсаңар, көп төлемей да, да, өте төлей, прям мол, так, молға чейін, bir günde жетпейді, это средний срок төле жетпесе, там, я не знаю, 2 жұмада, 1 айда, вот. Ну, в общем, это чоң целдерді ошон үчүн алып албагыла, да, бул каждый инструменттин өзүнүн потенциал движения болот за день, да, ну, максимум канча чейин бара алат, и все, ошого эле таянып иштейсиңер, да. Вот. Ну, только жаңылыктарда гана мондай, ну, такие, ну, да, вот такие большие свечалар, вот это уже считается большие, да, это паранормальные свечи, так вот, там, новости, что такое, что-то. Так, средний всегда смотрите, вот здесь плюс-минус, там, не знаю, до сюда идет. Такие фунты будут поддерживать лондонские, то есть этот, центральный кабель. Так что для промпей очень чуть. Так, американский доллар харабля, я думаю, да, посмотрим. Так, японские торгуют валютами вообще. Так, давайте дальше. Так, японский иена. Тут тоже на прошлой неделе были пока у него нет никаких снижения нету, общий у него главный тренд на дневке пока глобально. Вот видите, мы уровень динамика чем отскок полду, так что вы пока видели. Ну, то есть ближайший у него 160, так, молодец, вот здесь тоже уровень сопротивления был 159, 300, да, и вот здесь 160, 500, и есть еще выше, вот здесь, видите, равный хаи. Тоже на прошлой неделе говорила, что, возможно, была чейнджит 5, но хотя бы 159 600 или 700 барат, и вот здесь у нас, ну, так, 161 900, 161 800, да. Но это средние сроки, вот до сюда пока дойдет. Вот. Если японская иена шортом десенер, то только ушу максимумдардан, да, на жүзалты мыш, мол, ликвидты снимать еткенден кейін, да, обязательно ликвидтерді қарағылата, ушул ликвидтерді снимать еткенден кейін, анан только уже продажа қатары қарасыңар болады. Желательно, чем выше, тем лучше. Если до сюда долетит, тогда еще лучше, да, 161 800 турдон. Шорт-топ смело можно. Так, агачейн шорт пока опасно. Даже если вот здесь какой-то беркуйл кетсем, локально было там, ну, все, ну, надо последний вагон запрыгивать, а пока глобально имя, да, лонг. Потому что этот японский, как-то, ну да, японский банк, он этот... японская иена будет стараться ослабить, да, уже что было. Создать чата, да, японская иена, поэтому, ну, вот это и доллар против японской иены же, доллар у нас сильный, поэтому растет, да, вот, ну, достаточно сильный вот этот, и сейчас японский банк будет стараться ослаблять иену, поэтому она будет расти, вот эта пара. Так, сейчас дальше, что у нас больше интересное? Бренд. Ну, бренд, кстати, да, вот по нефти. Я, по-моему, в четверг открывала позицию, или в среду, нет, в среду, кажется, открывала. Мен буду без сыра, я как успела лонгтоп. Так, сейчас на более мелком таймфрейме посмотрю. Как раз среда гунвеле или во вторник это было. Вот у меня сделочка осталась. Да, это вторник была, кажется. Вот такую цель поставила. Как раз переговоры там сорваны, Кайра Пикер между ними, там срачка произошла между Трампом и вот этой иранской делегацией. И я вот смотрю, он на мелком таймфрейме на 15 минут, когда уже өтөгөле каратканда, вот здесь тем более голова плечи. Я думала, ну все, лонг такая сигнал дала. Вот здесь у нас. Тут у нас получается плечико, тут голова, тут второе плечико. Был фигура видео. Ну, плюс еще не только я, конечно, тупо одну фигуру же не смотрю. Общий контекст здесь у нас в чем таймфрейме, тут у нас тоже уровень, да, вот здесь на 97-98, если на 4-часовой перейти. И плюс еще на контекст фундаментал там карадым, то что у них там переговоры были сорваны, было видео я начала лонговать. Ну, хорошо, что у меня 100 без убытка был. Я зашла вот здесь вот 99 с чем-то и до 101 билет, 102. Ну да, ближе к 102 закрылась, почти чуть-чуть. Вот. Ну, то есть у меня там стопом выбило, да, там 101 с чем-то, по-моему. Вот. Ушел, шундай болып қалды. Бірақ шорттоғын жоқ мана.
Вот, и, кстати, по нефти ошо пока глобально бунуку, булова чоң каналдын эмесине чыгып кетиптир. Так, если так посмотреть, сейчас вот это давайте передвину. Здесь у нас ликвидтер аеба чоң калыптыр. Могул эмеге чейин барат да, бирок, но это не скоро эме. У нас сейчас немножко улучшение болуп по военной ситуации, да. Вот здесь у нас чоң канал был. Ушону он прям пробил, да, конкретно. Так, вот здесь канал был, на прошлой неделе я рисовала, по-моему. Ой, блин, сейчас минуточку вот здесь. Чуть-чуть ширин. Что ж такое-то? Да, вот у нас, или вот здесь. Вот тут я канал нарисовала. Здесь я, по-моему, рисовала, или на этой канале. Мой каналдан уже чекеты, да, восходящий каналдан. Здесь у нас мощное, это было, видите, сопротивление, потому что дальше отошел ваготу. Ну и вот уж каналдан ылды кирип кетти, даже закрепилось. Вот ылды кирип пекилип калды деген ушул каналдын астына кирип, видите, он дальше не смог, да, вот тут эки свеча кээде болот, куюп кетет, үчүнчү, төртүнчү свеча болуп, да. Он попытка кылыптыр, коррекция, бирок кайра эле, видите, каналдын астына кирип кетти. Вот, ну здесь у нас мощная поддержка довольно, так, вот это у нас сейчас, так, 95, да, 95, 96. Вот, ушел поддержкадан, говорю, нефти торговать эткени жакшы эми да, если новости, за новостями следить, в принципе, по Ирану главное, да, Иран, Армузский пролив получается. В принципе, реакция такая, знаете, как ожидаемая, да, если там плохая новость выйдет, да, там переговор, Армузский пролив, да, блокада с ним случится и так далее, тогда мы лонгуем, да, если хорошая новость, то тогда наоборот лонгуем, наоборот шортим. Вот, ушундай, в принципе, тут как бы уж политический такой инструмент, новостной такой. Так, давайте. И основной, да, биздики эмелер гип торгуют, индекс вот эти, американский индекс тут торгует. Вот я вот ожидала вот такую коррекцию. Да, ну это, конечно, это чисто моя фантазия такой. Негизи на прошлой неделе, да, мен айткам, что ушул уровень, вот здесь вот у нас маленький так уровень был, я тут рисовала маленький уровень, ушул уровень, если он даст отскок, возможно, вот так, видите, он даже чуть-чуть глубже, вот это вот сейчас, может быть, не очень видно сейчас уровень. Ушул, так, что там еще? Нам вот жерде кичинекей бир уровень бар, да. Ушул уровеньден, возможно, кичине даже ылды кирип кетиши мүмкүн деген, да, и плюс еще вот этот, видите, вот этот большой такой восходящий канал. Вот здесь вот восходящий канал. Ушул восходящий каналдан кичине даже каналдын ичине кирип кетиши мүмкүн деген. Ну, тоже здесь зависит от характера свечей, да. Если вот, допустим, здесь продавца аябай сильный болсо, могул жакта чоң канал астына кирип кетип, мына чоң фитилдери үстүнө чыгып калса, вот здесь тогда был бы шанс, да, ылдыга, да, хороший шанс. Вот. Ну, вот здесь, видите, он как бы такой, ну, просто ложный, ну, тут даже, ложный пробой деп айта албайсыз. Тут свеча неопределенности, бияқта базар ойлонуп тур, да, же ары кетсемби, же бери кетсемби, да, в принципе. А так, по-хорошему, должен быть здесь такой мощный ложный пробой, да, ну, то есть вот, хотя бы вот такая, как доджи, да, там, не знаю, какие еще у нас тут есть примеры, типа вот такие вот с длинными фитилями, да, даже с большим телом, с длинным фитилем дегендей. Вот, ну тут тоже, да, вот даже от этой свечи хорошая реакция кетти. То есть ушундай прогноз боюнча улойдо кетет деп эле иштеди. Бирок бул аябай перегрет, азыр вообще покупкага болбойт. Азыр даже буну нельзя, да, если хотите. S&P 500, NASDAQ торговать, то вообще только даже шорт туда караганга да опасно. Анткени бул дагы өсүшү мүмкүн. 7800 чейин барат деп атат. Вот. Когда признаки на шорт болгондо, ошондо силер көрөсүңөр, да, признаки на шорт деген кандай болуш керек сейчас. Так, давайте удалю. Так, ой, блин, нет, это только надо сейчас. Вот, допустим, да, у нас, давайте нарисуем. Например, был, ну, там, ладно, 7800 барды или 8000, да, так, тут 8000 такой, плюс-минус. Вот, и вот здесь вот тут у нас уже уровень нету, потолка нету, он был исторический уровень, да, то есть рекордный уже исторический хайп, там дальше нету ничего. Ну, допустим, вдруг, вот, что плохо то, что здесь, видите, по истории мы не можем сказать, вот здесь даже на месячный поставить, здесь нету, да, выше уже никакого уровня, есть такие таяны, как говорится, за что-то зацепиться. Ну, плюс-минус, ладно, 8000 примерно ориентировал чат, ушел жактан уже все, коррекция была. Вот, ну, мы для этого должны увидеть. То есть, во-первых, когда здесь уже рынок очень сильно перегрет, когда уже начинает собираться продавать, да, фиксировать прибыль, да, тут начинают, ну, такие огромные, возможно, свечи появятся, скорее всего. Вот. Ой, блин, надо такие, да, свечи. Ну, в общем, я так давайте нарисую. Допустим, большие мощные свечи медвежьи. Вот. Желательно, чтобы вот такие, потому что здесь тоже бата бул жактан шортко кирип алгандар, алар стоп-лоссторду мынтип катарынан прям 8000 чейин койгондор бар да, стоп-лоссторду. И ушул стоп-лоссторду аябай чоң узун фитиль менен жинаган бир свеча чыгыш керек да.
тогда это уже довольно мощный сигнал будет, да, что дальше уже все, базар разворачивается. Вот, а на экий сигнал желательно, конечно, нужно дождаться еще поглощения, да, вот, поглощение, то есть хорошую такую тоже, еще более мощную такую медвежью свечку, да, вот, вот, например, вот вторая у нас медвежья свечка нарисовалась. И следом там, возможно, там зеленая, плюс-минус, да, еще там красная может быть. Ну, чтобы вот такие вот свечи еще вышли, допустим, тоже импульсивные, да, и между ними желательно еще медвежий баланс стартового полза. То есть, так, давайте сейчас, вот тут, допустим, у нас тоже маленький хвостик нарисуем. Вот, и медвежий имбаланс, если появится, вот этого имбаланса мы желательно делаем. Так, сейчас, допустим, вот здесь у нас имбалансик, да, вот, пустота. Так, давайте пустоту нарисуем. Вот ушел имбаланстан ФВГшкадан без уже реакции ангурович, да? Плюс желательно еще локальный какой-нибудь слом, да? Так, ФВГ. Это у нас имбаланс, да? Вот, то есть мы, например, вот такой сценарий, если увидим, плюс еще, ну, помимо реакции на это, да, на имбаланс, ну, плюс еще вот здесь какой-нибудь вот локальный минимум слом, да, сделан, например, то есть вот здесь свеча уже телом кирпит, ему муроку минимум, да, то уже здесь шахши признак будет, чтобы дальше увидеть это. Ну, он, конечно, хайра попытка лшимкун, обычно вероятность, ну, имея уровень, стукаться детип, она уже выглядит. Вот, то есть уж да, признак будет. А так пока сейчас, ну, сделку вообще можно пропустить по этому S&P 500. То же самое NASDAQ, по-моему, NASDAQ тоже. Это ли перекуплен, да, был далее. Нам у жақтан мен өткен жұмада субботада чиген уровеньдерген, уж уровеньге келсе, ушул жерден кичине лоңтуса болот, бирок опасный деген, да. Скорее всего, уж уровеньден эме болот депчи. Дальше кетет продолжение роста болот деген. Вот. Хотя это, мындай, да, нетипичное поведение вообще вот этой фондового рынка, нас тогда технологического сектора. Обычно, когда соуш болгондо, там какие-то еще там, ну, в общем, да, начар негативный глобалдық түрде событиялер болсо, обычно булар түшчүле, да. На этот раз, вот, несмотря на военный конфликт, да, там нефть дорожает, что там еще государственные американские облигации тоже, да, по доходности очень сильно растут. Вот. Ну, как бы, по идее, негизи, андай учурда инвесторлар бежали туда. Нефтьке салып акчаны, там, золото бежали акчаны салып, и облигации, да, американские. А на этот раз вообще вот удивительно, да? Ну, нефть, ладно, она соуш чурда и все, она начала расти действительно. А вот этот NASDAQ и S&P 500 меня удивили, да, то, что они растут, наоборот, несмотря ни на что. Так, ну, Булдале пока неизвестно, ему эмегачейн бараты вот где-то от 4 мегачейн дейт, возможно, до 32 тысяч. Ну, это максимум, говорят, потом уже все. Ну, посмотрим. Короче, был пока мы уровень тещип, мы там то же самое, должен да, картина нарисует, если, допустим, мы увидим, да, вот здесь рост до 31, там, ну, может, 31 500 такой, она, мы уровень где тут у нас ключевой минимум, ну, плюс-минус, ладно, да, вот здесь, допустим, уже уровень сындырса, вот эта поддержка, она, да, и вот здесь вот, возможно, тут когда чем импульсных кызыл свечалар түшкөндө, возможно, здесь какой-то имбаланс болушу мүмкүн, уж имбалансқа келип, хайра коррекция берип, ошондон реакция кетсе, то есть вот такие большие медвежьи, ну, то есть длинными фитилями красный свечалар могул жерден берсе, уж имбаланс, да, есть вероятность, что она у нас вниз, да, пойдет, ну, тут ближайшие хотя бы был поддержка, потом дальше у нас, возможно, и дальше. Ну, то есть хорошую кату коррекцию кушаюсь мүмкүн, да, вот, ну, только это если после подтверждения, да, мындай сыяктуу. Вот здесь у нас большие медвежьи эти свечи, плюс еще здесь у нас поглощающая свеча, андангинки, да, чёрный кызыл свеча, да, мощный. Потом уже здесь имбаланс желательно, плюс реакция от имбаланса плюс лом, да, вот здесь вот какой-нибудь ключевой минимум, например. Вот. Ушундай подтверждение андангин, она гиресингер. Любой сделка, да, любой таймфрейм, да, не только вот нефть, даже на минутки. Так, все, в принципе, основные эти. По биткоину. Криптамином ким торговать идет? Биткоин. Основной, как говорится, криптовалюталар апасын деле эфиринде да карап көрсөк болот. То торгует, потому что, в принципе, биткоинди, эфирди анализ кылып алсаңар эле, альткоиндерге деле торговать ете аласың, потому что биткоин атынан, эфирдин атынан бар чита. Так, криптовалютамен ким торговать этет экен, интересно. Так, Нурлан дейт, тоже я вам микрофон включила, эгер кааласаңар микрофонду жандырып койсоң болот. Так, сейчас давайте нефть, да, у нас. Так, на голом графике. Мен өзүм анализ дегенде индикаторларды включать еттим. Көп болсо мына вот у меня, видите, всего 2 индикатора. Вот. О, бар. Ой, вот этот. Вик, то есть фракталс. Вот я его если включу, вот у меня показывает, вот видите, мындай кара треугольничектер, да, типа точка түрүндө көрүнөт. Булар эме ликвидностьти көрсөтөт, да, ушул индикатор. Вот кайерде ликвидность бар, то есть стоп-лосстор жана ликвидациялар, да, ушуларды көрсөтөт. Биз ушул ликвидтерди карап, ошого жараша биз иштейбиз, да, ушул ликвидтерге карап там стоп коебуз, тек коебуз, да. То есть ушундай.
Ну, я могу его выключить, иногда он мне мешает, мысалы, вот так, глазик нажимаю. И еще у меня есть вот это сессионный индикатор бар. Вот, например, нажимаю, вот так, допустим, так, ну, когда что-то плохо показывает, на часовике хорошо показывает. И давайте. Тоже вот полезная вещь, сессионная ликвидность. Ну, я думаю, что вы знаете, да, что те шарында основные у нас 5 сессий есть. Это Азия, то есть потом что Лондон, ну, это по нашему времени, и Америка. Америка, ну, так, конечно, там ортосунда есть еще австралийская сессия, там франкфуртская, да, без аларта харавайс. То есть ушел сессияның, каждый сессияның өзінің немесі болады, да? Как сказать, жүруші болады. Мысалы, вот Азия, вот Азия, вот это Азия, вот она у нас открывается вот в 5 утра, вот в 5 утра вот внизу, да, вот. Обычно Азия, да, консолидационно будет, то есть накоплением, да, четкие направления, да, плюс-минус, да, пока и консолидация жүрет. Андрук Азияның бар өзінің хайы, то есть максимум она минимум түзіліп қалады, да. Потом Лондон началады на Лондон, Лондон здесь вот Азияның хайына, кстати, вот ушу Азияның хайы болғанда, минимум болғанда, ушу хайды, минимумдың астында толтыра стоп-лостар жайнап қалады, да. И вот каждая сессия біріне часто қарама-қарсы дейді. Мысалы, Лондон егер мол Азияның үстіндегі ликвидтерді, то есть стоп-лостарды чолтып қойса, да, бұларды сбивать етіп, мындай ұзын фитилменен, да, анда жақсы болмақта, ну, то есть уже конкретно уже жақсы подтверждение алмақпыз, и без бұл жақтан шорттамақпыз, да. Но, видите, особо прям до конца не снял, но все равно вот пока бияққа чейін барып келді, тоже он нормально поснимал ликвидность. Вот видите, вот это, сейчас вам видно этот фитиль. Вот. И из-за этого тоже он, из-за того, что ликвидность нормально поснимал, ну, правда, не до конца, да, Максатха Джекенджук, вот, ну, тоже, в принципе, тоже повлияло, и вот, видите, очень хорошо откатилось. Потом вот здесь, вот, видите, Лондон, он снял уже минимум, не то, что Азия снял, вот, Азия минимум, но он еще снял мурунку американский сессионный ликвидер, да, вот, минимум на стоп-лосс. И после этого цена тоже, вот, видите, вот, харамагашчу, как только снимает ликвидность, да, все, сразу сделка туда, то есть вам это автоматически подсказка берет, и вы сразу сделку на лонг открываете. Вот. Ну, потом традиционная Азия, опять у нас консолидация. Четко вот именно, да, вот здесь уже хай. Вот тут хай, видите, сняла, лондонская сессия сняла, но при этом она не это, тишкунджу. Такой тоже бывает, тоже нюанс бар. Егер, мисалы, азиатская сессия, да, лондонская сессия, допустим, телом, да, денесіменен тешіп кетсе, анда есть вероятность, что бұл дальше уланады, да, ошондой. А если мы азиатский сессия минимум, мол жақта, наоборот, мисалы, свеча ылдыйға түшіп, денесіменен мол минимумду тешсе, допустим, вот представим, так, сейчас, ой, давайте, я хотел вот эту правую часть убрать. Так, допустим, вот эта лондонская сессия идет у нас, да? Ну, давайте вот так вот. И вот лондонская у нас началась, и она вдруг пошла вниз, да. Мол, Азия минимум сняла, да, трейдерлерді жайлап, она уже денесіменен кіріп кетсе, свечом, да, тогда дальше уже без, скорее всего, қармамақпыз, да, движение вниз. То есть ушундай логика. Так что подсказка берет. Сессионный индикатор считается. Кстати, мы сессию имели тапа азыр шықпай жатады. Это мне в прошлом году включили. Видимо, ее убрали из вот этого сайта TradingView. Ну, вы можете вот здесь вот индикатор жаққа келіп набрать вот это, у меня вот здесь, оказывается, еще сессионс. Вот сессионс люкс алго десенер тоже шығады, да? Вот, в принципе, он у вас сразу. Если вы вот здесь настроили, вот здесь вот UTC плюс 6, да, американский, бишкекский время бойынша, тогда он у вас сразу вот этот люкс алго сессияларды бишкектің уақытысымен қойып береді, да? Егер криптовалютаны атап кетсеңер, тоже, пожалуйста, криптовалютамен или как бы показывает. В принципе, теханность везде же одинаково работает. Мен азыр форекс өтіп кетпедім, былтырдан бері криптовалютамен іштебей алдым. Азыр суббота, воскресеньеда и салам кәдімгідей прям соны. Вот. А то мурда без выходных иштечумін, аябай выгорание болады екен. Сенде 2 жыл 4 ай, точнее, мен криптовалюта иштеймін. Былтырдан бері с марта месяца я на золото перешла, потом постепенно на валюты. Сейчас золото и валюты торгую, да? Так вот, золото, золото такое, ну да, это у нас цифровое золото такое, ну, биткоин, да. Вот подневки у нас, в принципе, пока на уровне промаевой, как говорится, и не нужно турать там, уровень тешіп салса поддержка, вот здесь у нас так, где тут у нас вот это, нет, да не так уж это прям, или что, нет, все-таки это был у нас зеркальный уровень, да. Вот так-то, видите, история, да, мол уровень, он как сопротивление был, он, да, цена вот здесь несколько раз уж она подходила, не смогла пробить. Здесь уже удачный пробой был, ложный пробой, здесь уже самое неудачно. Дорог как куда-то тысячи, здесь уже был уровень поддержки упал, да? И вот здесь возможно. Понедельник тем горюсь. Сегодня воскресенье, суббота же, да? Суббота, воскресенье обычно рынок слабый. Криптовалют не 4 это суббота, воскресенье агровой. Но обычно слабый был. Ну-ка посмотрим на минутки, либо 5 минут, да? По факту горнета. Фимулда второй кирет. Сегодня у нас такие движения. Ну да. Ну-ка. Ничего так.
все равно, да, суббота, каравай, кичине да, это у нас 30 мая, вот у нас, да. Ну, то есть во время только вот этой австралийской сессии, пока это джуртура, а потом уже рост начался, да, с американской сессии. На американской сессии что-то тайме, криптовалютный, да, кичине, да. Ну, суббота, воскресенье слаборак, а тоже криптовалютный рынок тайме. Емес, өзгөчө вторниктен баштап четверг чейин жакшы активный дни болот да. Это не только на криптовалютном, и на фондовом рынке, и на рынке Форекс, да, золото, валюталарда тоже обычно во вторник, среда, четверг уж активный дни болот. Ошол күндөрдө банктар, фонддор, да, кийлеген корпорациялар аябай активдүү иштейт да. Ошон үчүн рыноктогу баалар, свечалар тим эле учат да, тияка бияка. Так, у меня тут эфира нету, да. Ну вот ушел по биткоину, сейчас пока у нас зеркальный уровень үстүндө жүрөт, есть шанс, да. Бул бекилип калса дагы желательно, вот, ну она чуть-чуть уже поглощение алып салыптыр, могу кызыл свечаны, да, дагы кетсе, и желательно мондай имбалансты, бычий имбаланс, так, как типа вот, сейчас где тут у нас, вот, типа такие вот, видите, большие импульсивные, мол, генки свечачок, большая импульсивная свечачок полза, да, хорошо, мол, сякту вот имбаланс пайда укалат, вот видите, здесь имбалансик, то есть между вот этой первой и третьей свечу, это у нас пустое пространство. Ушел имбаланстан анан жакшы, видите, свеча спустилась, реакция кетти үйдөгө. Ушундай болуш керек да. Үйдөгө кеткенге мындай шанс көрүп калат. Хотя болот кээде имбалансты тартпай эле тоже такое бывает. Вот здесь как тарс-тарс деп кетет, чоң-чоң свечалар, узун фитилдери менен, вот такими длинными фитилями. Тоже такое бывает. Так. Главное, вот эта свеча, видите, она по левую сторону ликвидность сняла, мол, жакта свечалардын астынан ликвидди чечип, уже кичине үйдөгө аракет кылып атыптыр да. Так, ошол могу ликвиддерди карагыла да, главное, могул жакта мен ушундайларды резкий, мындай катуу сквиз деп коет го, катуу куюларды жакшы көрөм, же моундай катуу секириптерди, вот типа вот это еще не очень, ну бывают вот такие большие такие сквизные свечи, да, ну то есть как бы мощные такие медвежьи свечи. Вот, то есть вот по левую сторону, если я вижу, например, главное, она у меня сняла вот тут, вот ликвидность, да, по левую сторону, могут жакта ликвид, вот здесь тогда уже, да, есть, аябай жакшы шанс сылдыга, да, и бул жакта то же самое, могут жакта, сол жактагы ликвидтерди стоп-лосстор чогултуп койдум, болду, да, мисалы, могул жакта у нас то же самое, да, вот эта свеча у нас прям жакшы эле бүт эмелерин чогултуп койду, ну до конца не дошла, правда, сюда, но все равно. До этого, вот эти, которые вот здесь заходили, вот здесь, они же все вот так стоп-лосс повыставляли. Ушел думал, сейчас снимать эти салды, да. Кстати, 13 июня мастер-классым болот, келгиле ушул жактан да. Там я өзүм иштеген стратегияларымды деле көрсөтөм, по факту, то, что я проверила, я уже там сколько, уже год-полтора уже по этим стратегиям, именно Smart Money, она имеет ICT, да, то есть снятие ликвидности, вот такие, да, которые ты только что показала. Ну, то есть она манипуляция, это чоң игрок тут манипуляцияларында. Ошону көрсөтөм. Потом еще какую стратегию? Ну, и СНР-зоны, СНРки, да, вот такие вот СНРки зоны, где вот у нас хорошие реакции, такие СНРки зоны. Ошол жактан да иштейм. Ну, основные вот у меня Smart Money боюнча уж и ICT иштейм. Ошондой. Она свечной тоже анализ кылам обязательно. Ну, короче, я мындай рыночный ситуацияга карата анализ кылам да, мисалы, эгерде болот Smart Money там вообще, ну, болбойт, же ордер блок чыкпайт, же имбаланс чыкпайт, там бывает только просто тупо там какая-то зона, да, например. Ну, это тогда классика даже кирип кетет, да, классический теханализ боюнча. Я вижу там у нас уровень просто поддержки, например, и все, да, ушел жактан деле где-то без подтверждения да. Ну, это только чоң ключевой уровень, да, мисалы, дневкадан, 30-тан, ну, максимум до часу, да, вот уровни, они там мощно работают. Вот если я там вижу, бывает, что без подтверждения это захожу, мисалы, могут там мощный уровень поддержки бар, был, история там, мисалы, аебе көп чоң ушул жерден покупкалар болгон. И вот здесь тоже бывает, что, тем более, вот такие снятия ликвидности, вот такие мощные реджект блок, то есть с длинными фитилями, с маленьким телом, да, свечи. Вот я когда вижу такие свечи, да, со снятием ликвидности, я уже без подтверждения захожу, да. Имею күтпөйм, да, мондай, имелеты, там, пока цена там, ну, допустим, вот здесь у нас вот это, да, или это последнее. Ну, допустим, давайте, вот здесь последний максимум, пока цена обновит, вот здесь, потом она вот так вот откорректируется немножко, вот здесь ретест берет, либо, возможно, вот здесь имбаланс, там какая-то реакция берет, и күтпөйм, да. И сразу вот здесь вот, если вижу мощный уровень со снятием ликвидности, тогда уже захожу. Так, 13 июня, это получается суббота, 15:00, 18:00 чейин, Юлия Кысыз. Вот. Надо сырткары еще интенсив курс башталат там, буюрса понедельникте азыр мына уже 3 киши жазылды.
Получается, интенсив курсы кандай был понедельник, среда, пятница, скорее всего, что жумасный еще около 3 часа, получается, 3 часа там будем заниматься, активно там в основном будет практика. Ну, там первый час-два, вот в понедельник мы немножко теории, там совсем новички с нуля для слышты, раз теория, там, то есть бар теорияны биш керек та рынок, эмне үчүн иштеп атат, эмне үчүн балар кыймылдап атат өтөгө жылдыга да, ана негизги там рыноктун, как сказать, кыймылдаткыч күчтөрүндө коюн, вот эти крупные игроки, да, почему мы должны за ними следить, да, алардын издерин кантип табыш керек, жана манипуляцияларды кантип, мындай, как сказать, аныкташ керек, да, то есть признаки вот этих манипуляций, да, ошого кантип попадать этпеш керек. То есть ушунун баарын, да, плюс еще там про биржи, брокеры, да, как их правильно выбирать, как правильно отличать нормальные биржи, нормальные брокеры от ненормальных, то есть от нечестных. Да, андайларда эле болот такой эле жанагы безопасность боюнча, да, мисалы транзакция болуп атканда Binance'тан, да, мисалы пополнение кылам десеңер, брокерский счетуңарда, мисалы алтын менен торговать этем десеңер, тоже там ал жакта P2P да, Binance'да, то есть онлайн обменка, да, кандай эме жана коопсуздуктун эрежелери болуш керек, ошол боюнча мен практикага кылам да. Я вот новичков прям телефондорду ачтырчумун, и все, Binance'га регистрация, верификация өтөп, и P2P да, биз для тренировки миң сомго там сатып алчубуз, мисалы USDT, да, криптовалюту, потом обратно продавали, то есть тренировка. Вот. Ну, то есть много чего, да, был биринчи күнү, да. А на экинчи күнү уже там стратегию көрсөтөм. Мен эки стратегия көрсөтөм, бирөөсү менен иштейт, скорее всего, ну, самая простая стратегия менен, скорее всего, наверное, эме боюнча. Smart Money кичине оор болуп калат. Наверное, price action, возможно, или СНР зоны, да, то есть зона данной вещи. Ушундай стратегияны берем, ошол боюнча практика кылабыз. Ну и на третий день без закрепления глаз, плюс еще там это торговая система. Что такое торговая система? Бит правила барын жазып чыгабыз. Вот что такое этот торговый правила, то есть торговый план, алгоритм действий, то есть пошаговый, да, сделка, анализ башынан баштап, то есть пошаговый, да, ушун барын тоже берем. Ну и психология, риск-менеджмент. Вот. А потом 3 күндөн кийин, получается, то есть с понедельника по пятницу пройдем, по 3 часа будут занятия. Мы потом, все равно у меня постоянно коштоо болот, то есть такого нету, да, 3 күн и все, да, прощайте. То есть у меня пожизненно эле коштоо болот, да, сопровождение. Любой момент студент бир нерсе түшүнбөй калса, там, кеңешейин десе, пожалуйста, да, можете писать, либо офиске келип, мен офиске жумас 3 жолу азыр келип атам. Вот, просто алдын ала жазып койгула. Ну, я определенный убактарда, обычно с утра, эмки жумадан баштап, эртең менен баштап, где-то до обеда буду, да. Вот, кээ бир күндөрү могу быть до вечера. Вот, ушундай. Анан болгону, получается, интенсив курс всего лишь $100 стоит. А если онлайн подключение алам десеңер, мисалы мен жок айылдамын или там еще где-то, можно онлайн ушул эле курска офлайнчиктеги мен берген нерсени мен трансляция кылып коем, живая эле трансляция, прям ошол жерден көрүп баарын угасыңар да, ошол материалдарды да баарын ошол группада эле көрөсүңөр, на всю жизнь сактап калат. Вот, онлайн болсо всего $50, да, это я по акции делаю, потому что у меня часто приходят люди и полноценный курс не могут купить, но они хотят уже, допустим, по сигналам работать, например, да, менде еще сигнал канал бар, да, вот, а сигнал канала мен сразу киргизбейм, если 0 болсо, очень совсем новичок. Я говорю, давайте башында мен силерди жөн эле хотя бы 1 саат убакыт төлөп, покажу, что как там терминалга регистрация болуп, то есть брокерский счет, да, потом терминалга настройка, жана байлап, тияп, баарын кнопкалар, функцияларын көрсөтүп, ошону 1-2 саат отурабыз, да, а потом уже сигнал каналга киргизип. Ну, потом я посмотрела, что-то все равно, да, эми 2 саат жетишпейт экен. Минимум 3 күн керек экен. Ошон үчүн интенсив, прям концентрированный сабактарды берип эле кыска убакытта, чтобы хотя бы человек, новичок, первое время 1-2 ай, 3 ай, кто-то полгода, у меня есть, так уже сколько, 4 ай, 4 месяц подряд есть люди, которые сидят в сигнальном канале у меня. Вот. Ну, я говорю, 2 ай, 4 ай, ладно, до полугода можно в сигнал-канале работать. Бирок өзүңөрдө тоже обязательно өскүлү, өнүккүлү, билимиңерге жумшагыла, менде окубасаңар деле, башкада деле окусаңар. Главное, чтобы опытный был, да, что практикующий именно сам, который торгует, да, активно. Вот я, например, каждый день активно торгую, я активный трейдер. Вот. Ну, помимо этого еще также с недавних пор инвестиция, что, то есть пассивные инвестиции, да, чем собой, как говорится, акция по акцияларга, да, там, как говорится, купил и забыл, да. Вот, то есть анда постепенно, но пока я азыр эмес, мен өзүмдө жаңы эле үйрөнүп атам да, фонды бөлүн акциялар боюнча, анда постепенно киргизем да, кантип акция сатып алыш керек, кантип туура тандаш керек, тоже там есть такие слабенькие компании, да, ошолордун показательдерин көрүш керек да, обязательно. Вот. Тоже ал жакта да психология болот, жана долгосрочная инвестиция, да, поэтому тоже не все выдерживают.
А мындай күнүмдүк активный трейдингке кызыгышат, бирок бул жакта риск көбүрөөк да. А жана долгосрочный инвестиция, то есть чоң топовый жана американский компаниялардын акцияларын сатып алгандар болсо, коркпой эле кармап жата берсе болот да, хоть там жылдап 10 жыл, 5 жылдан, бирок чыдамы жетпейт да көбүнүккө. Но если вот на долгосрок мындай намерение болсо, алам деп, на пенсию себе, не знаю, там, детям, да, взрослые, когда станут, там, например, капитал, что первоначально, да, пожалуйста, да, что долгосрок карагыла обязательно тоже. Вот, и күнүмдүк көмөкө расход турган можно трейдинг. Бирок трейдинг обязательно жакшылап үйрөнүш керек, аябай үйрөнүш керек. Минимум где-то психология боюнча, ну, то есть технический анализ, этот фундаментальный анализ, ал где-то, ну, 2-3 айда деле үйрөнсө болот. Если человек при желании такой сильно күнүгө 1 саат жок дегенде 2 саат, если убакыт бөлсө 2-3 айда үйрөнүп алат. Там много знать не надо, да, каждую свечечку вам не надо знать. Вот эти паттерны тоже прям бар, вот эти всякие паттерны голова, плечи, вот это, там 4-5 паттерн билсеңер эле болду основные. Вот. Там всякие смарт-мани, топера, ордер блоктор түрлөрү, имбаланстын түрлөрү, это вам тоже не надо. Я, например, просто аева теорияны көп билем. Я тонны прям контента, да, в Ютубе, книги читала, покупала, да. Мен өзүм почти самоучкамын, да. Я всего лишь 2 курса купила. Вот. И то такие, знаете, ну, мындай, азыр карасам, да, слабенький трейдерлерден алгам, да, билимдичи. Калган өзүм казып. Вот я поняла, что много чего я изучила, но для себя, конечно, это хорошо, для своего, как говорится, знаний. Но рынок-то, по сути, вот, например, я вот эти вот, допустим, вот эти вот mitigation блоки, там, брейкер блоки, там, ушун баарын да тоже чокуп үйрөткөн, да, там, что еще, всякие имбаланстын түрлөрү болот, ну, тут пример искать надо, да, вот типа такие, да, как называется, волюм имбаланс, она, еще какой-то имбаланс, вот, анбар тоже не надо, да. Я вот основной имбаланс смотрю, ну, классический, много чего, вот то, что не надо, я вот бербейман. То, что я сама уже проверила и өзүм как бы эффективность выработала, да, мисалы бул стратегия, мисалы там 10 сделкадан 70% тура берет. Или бул стратегия 10 сделкадан там 40%, 30% берсе, я такую стратегию уже все отметаю, да, убираю. Вот. То есть много чего попробовала. И только то, что работает, даю. Ой, это че, да? Пионерка, комсомолка, просто красавица появилась. Ну, как всегда, под конец, да? Что ж такое-то? Спали? Так, давайте да суроолорду белгилейм, уябали, что вы стесняетесь. Как жанагы кимеле? Песня же есть, не надо стесняться. Ой. А то я сейчас засну, честно. Там келет. Надеюсь, меня было слышно все, да? Биржолу сон 5 минут, сүйлөп атам, оказывается, меня не слышно. Же обратная связь берип коюшпайт элдер, блин. Же жазып коюшпайт. Блин, вообще. Кызыксыңар, Добрый вечер, Руслан, да, только подсоединилась. Молодцы. Так, я запись, надеюсь, включила. Запись включила, так что запись можете посмотреть. Вот. Хорошо. Так, я думаю, да, много чего интересного сегодня прошло. Так что посмотрите запись. Вот. Ой, ну, в общем, если у матросов нет вопросов, тогда я вырубаюсь, да?